Слушай, ну я прямо вытащил тебя со съемочной площадки твоего нового фильма, нового проекта, причем российского. У нас очень долго шел кастинг. И Екатерина Вилкова, Ирина Горбачева, Кяро. Сергей Гилев. Это те актеры, которые сейчас в топе. Меня сначала, конечно, пугала эта перспектива, да, что действительно очень известные актеры. Кому ты отказал? Давай. Какие были сложности? Где-то в сознании автоматически переходил на якутский язык, да? Да. Обидные есть какие-то комментарии? И получалась какая-то вот шизофреническая белиберда. В студии в той же, кстати, говорили, что мы можем привлечь хороших актеров, потому что им может стать интересно поработать с тобой. Привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с Костасом Марсаном. Вы его знаете как режиссера фильмов «Мой убийца» и «Ичи». Сегодня Костас в Москве и работает над российским большим проектом киностудии Горького. У него играют суперзвезды российского кино. Мы поговорили обо всем об этом, как он попал в этот проект, как ему там работается, с какими сложностями он сталкивается и почему огромная съемочная группа в несколько сотен человек теперь знает якутский язык. Я вам напоминаю, друзья, не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, оставлять комментарии. Все это помогает продвижению моего канала. Ну а теперь что? Бардабытышки? Костас, привет. Привет. Слушай, ну я прямо вытащил тебя со съемочной площадки твоего нового фильма, нового проекта, причем российского. Так ведь? И нас ждет какой-то очень интересный разговор. Мой единственный выходной. Твой единственный выходной, но он, так сказать, сделан. В общем, проходит. Как я понимаю, ты первый пока что якутский режиссер, который приглашен в российский проект, полностью финансируемый и на российские деньги, на федеральные, также продюсированный и не связанный с Якутией непосредственно. Да, он не связан с Якутией, это чисто московский проект с московскими актерами, с московскими продюсерами. И вот снимаем мистический триллер с элементами хоррора. Опять. Это мой любимый стиль. То есть ты уже решил закрепиться, да, в этом направлении, в хорроре, триллере, или все-таки тебя увидели вот эти вот московские продюсеры в таком амплуа? Помимо того, что я сам лично отдаю предпочтение этому жанру, мне он нравится, как я считаю, в принципе, получается создать мистическую атмосферу. И, ну да, наверное, вот все эти факторы слились. Давай расскажем немножко о фильме самом, что можно, да, я знаю, что контрактом у тебя есть обязательства перед студией, ты не можешь раскрывать какие-то конкретные вещи, но для наших зрителей расскажи все-таки чуть-чуть вкратце. Называется фильм «Детектор». «Детектор», да. Ну, это рабочее название, я так понимаю, что он будет меняться. Но пока, да, пока «Детектор». И, ну, вкратце, если, то это история о оперативнице, бывшей сотруднице полиции, которая вот уже ушла с работы, и вот ее прошлое дело вдруг начинает всплывать, и, в общем-то, вот и затягивает ее в такой полумистический, психологический триллерный круг, из которого, в общем-то, вот вырвется она или нет, это уже надо посмотреть в кино. Ты работаешь с настоящими звездами российского кино, это и Екатерина Вилкова, и Кяро. Это те актеры, которые сейчас в топе, они снимаются в самых крутых сериалах и фильмах в российском кино. Как с ними работать? На самом деле очень удобно, очень комфортно, потому что это все-таки актеры очень высокопрофессиональные. Помимо того, что, ну как, просто вот могут актеры, например, делать то, что режиссер велит, да, а вот они могут привнести в эту роль что-то свое и предлагать очень-очень интересные решения сцен. И это по-настоящему такое совместное творчество получается с ними. Меня сначала, конечно, пугала эта перспектива, да, что действительно очень известные актеры, мало ли как сложится контакт, не сложится контакт. То есть у меня достаточно было такой тоже
свой, скажем так, личный выход за пределы зоны комфорта, потому что я все-таки больше привык работать с якутскими актерами. Но я считаю, что сейчас мы нашли очень хороший контакт с актерами, и работа идет просто вот, ну, получаешь удовольствие от процесса. То есть как это происходит? Как в голливудском кино, там актер видит сценарий, говорит, я вижу этого актера, чтобы у него был шрам там на все лицо, или он должен быть лысый, или... Они так приходят или как? Не, в этом плане нет, конечно. Тут они больше доверяются именно тем образом, который придуман художниками, постановщиками, режиссером. Но в плане того, какую интонацию дать, какую реакцию сделать, какие неожиданные решения сцены, именно актерские, предложить, это вот они могут, то есть разные варианты делать. Ну, например, вот я могу здесь засмеяться, например, да, и это, конечно, неожиданно, но при этом вдруг приобретается какая-то интересная черта у этого характера, да, либо там здесь прописана истерика, но я не хочу, вот это слишком банально, давай вот попробуем сделать это более сдержанно, и это вызовет больший эффект. И действительно это вызывает больший эффект. Ну, то есть они же тоже стараются уходить от неких шаблонов. Но при этом, вот, в частности, с Кириллом, он впервые, в общем-то, снимается в таком фильме ужасов, скажем, да, ему самому было интересно. И в этом плане он говорил, что я доверяюсь тебе, потому что тебе больше виднее, как этот жанр работает. Он, конечно, там предлагает очень много разных решений, вариантов, но иногда я просто говорю, Кирилл, это жанр, вот это вот, что предлагаешь, это немножко другой жанр. Надо вот тут просто вот молча постоять, посмотреть, например, да, без всяких этих, ну, либо паузу дать какую-то очень такую акцентную. Но это, в общем-то, на самом деле работает же на атмосферу, на саспенс, на вот это вот напряжение сцены. Иногда полезно ничего не делать, чтобы возникло, ну, соответствующее напряжение в сцене. Все-таки ты нашел с ними контакт, да? Сразу? Ну как, все равно это есть процесс, это же живые люди, это все-таки живой процесс, и все равно ты находишь какие-то точки соприкосновения и совместная работа. В любом случае нам очень помогло то, что мы сразу были нацелены на погружение, на эту вот совместную работу. Сценарий, самое главное, очень понравился и Кириллу, и Кате, и Гела. В общем, они тоже проявляют очень большой процесс заинтересованности, какой результат будет. И это очень радует. Ты как-то участвовал в кастинге или продюсеры сразу сказали, вот, Костас, у тебя будут вот эти актеры? Не, ну, конечно, я участвовал. У нас очень долго шел кастинг. Он начался еще летом, в самом начале, кажется, в июне. И, в общем-то, он продолжался практически 2 или 3 месяца. То есть, некоторые роли были утверждены вот буквально накануне съемок. Потому что найти актеров, которые бы удачно... Там же главное не только найти актера, да? А главное, чтобы этот актер еще и сочетался, ну, был ансамбль, чтобы они вот Химия, там как смотрелись друг с другом и взаимодействовали друг с другом естественно, и возникало вот между ними то необходимое напряжение. И это как в картах, вот сочетаешь разные колоды, да, разные вот эти масти, и видишь, вот, что в таком сочетании не работает. В таком сочетании вот что-то интересное возникает, но уходит немножко в другой жанр. В третьем сочетании, например, мне нравится, там, продюсеру может не понравиться, и так далее, так далее, так далее. То есть там очень много вот этих вот было... Ну, для меня это тоже было интересно, потому что такого скрупулезного подхода к подбору актеров, как здесь, ну, в моем опыте еще не было. Потому что во всех фильмах у нас
ну, на «Мой убийца» мы конкретно уже знали, да, кто будет у нас сниматься, и мы практически под них писали сценарий. «Вичи», да, там были моменты, когда мы очень долго искали именно главного героя, в итоге выбрали не актера, да, но, как говорится, не прогадали, очень хороший, пластичный Борислав. А вот здесь, ну, здесь все-таки вот индустрия, и у них, конечно же, вот другие методы подбора актеров, очень-очень, там просчитывается буквально вплоть до того, что сколько у него подписчиков в Инстаграме. Но это сейчас важно. Как оказалось, да. Кому ты отказал? Давай. Ой, нет, давайте не будем об этом, да, нет. Это слишком жестоко. Ну, то есть на кто пробовался? Там есть какие-то знаменитые? Там были, вот в том-то и дело, что предлагались, ну, реально топовые актеры, да. Ну, скажем так, давайте в утешение, да, не только мы отказывали, порой нам отказывали, говорили, мы заняты, например, да, они реально очень сильно. А кто занят был, например? Ирина Горбачева была занята, Сергей Гилев был занят очень сильно. Ну, то есть замахнулись-то, так замахнулись, я смотрю. Ну, так, это студия Горького. Вот, поэтому, да, были моменты, когда именно не сочетались по графику. То есть актеры очень занятые, они снимаются одновременно там в 2-3 проектах. И, конечно же, ну вот я не знаю, как они это физически выдерживают, но вот это их профессия такая, да. Потом же сейчас очень сильно развиваются платформы, они стали снимать очень хорошие сериалы, и вот эти актеры, они очень-очень востребованы именно там. А актеров много или все-таки недостаточное количество, как ты думаешь? Казалось бы, да, актеров очень много, но именно тех, кого надо, очень мало. Почему? Ну, вот как-то так получается. Ну, как и в жизни. Вроде бы выбора много, да, когда ты приходишь там, в магазин, а брать нечего. Там же тоже действует принцип, да, что вот чем более медийный актер, тем на него больше ходят. И вероятность того, что вложенные деньги потом вернутся, это же все-таки бизнес. То есть студия вкладывает деньги, и, естественно, она не заинтересована, чтобы эти деньги потом просто вот куда-то там в эфир ушли, да? Их надо в прокате вернуть. Соответственно, просчитываются маркетинговые вот эти вот все дела, да? Сколько заинтересованности вызывает этот актер, насколько он присутствует в медийном пространстве, как его предыдущие фильмы показали себя в прокате и так далее, так далее. Там факторов очень много. Но это продюсерское, да? Я же больше, конечно же, выбирал именно, насколько соответствуют их образы к характерам персонажей. И мне кажется, вот тот состав, который у нас сейчас есть, он просто вот идеально попадает. А у них есть райдеры какие-то, вот, которых нет, например, в якутском кино? С чем ты столкнулся и подумал, ух ты, надо же. Ну, конечно, есть, да. Ну, у нас вообще нет такого понятия, как райдер, да? Я сам был удивлен, что, оказывается, мне тоже, в общем-то, я мог выставить Да. свои А райдеры. что ты попросил? Коньячок, пожалуйста, нет? Мог, кстати, да. Но на самом деле я ничего не попросил, потому что я был все время занят. Мне как-то вначале что-то спросили про райдер, да? Я сначала даже не понял, о чем идет речь, да? А потом оказалось, что в принципе я мог попросить себе отдельную вот эту вот вагончик, где мог. А ты где? Ты в общем вагончике, что ли? Нет, сейчас я вот просто вот хожу по площадке с рацией и ничего. Она и думает, да, надо вот в следующий раз попросить вагончик себе. Что я тут хожу? Ну, какая-то там определенная еда, например, да, есть же там веганы, есть те люди, которые не переносят, например, там молоко и так далее. Ну, чисто такие, чтобы рабочий процесс удобно шел. Ну, так как я, в принципе, ем все,
бытую особо непритязателен. Ну, как бы мне пока такие какие-то запредельные райдеры не нужны. Ну вот у актеров, да, есть определенные райдеры, но опять же, это не просто вот какие-то капризы, да, это именно какие-то нюансы, которые чисто вот для удобства рабочего процесса. Как ты туда попал? Скажи мне, пожалуйста. В 2020 весной, когда всех нас закрыли, я лежал безработный, грустный, депрессивный, да, нечего делать. Вдруг приходит письмо. И говорят, вот мы вам предлагаем вот сценарий, прочитайте, если заинтересуетесь, дайте знать. Я прочитал сценарий, он мне понравился. И я ответил, что да, вот мне интересно. Потом они попросили режиссерскую экспликацию, потом у нас долго шли вот эти вот зум-переговоры по различным нюансам, именно по сценарию. Несколько раз я летал в Москву познакомиться с сценаристом. А ты был в Якутске в это время? Я был в Якутске в это время, да. Ну и потом как-то вот постепенно это шло, потому что у меня еще параллельно шла своя работа, вот с театром танца, например, да, и так далее. А потом что-то как-то вот был какой-то период, когда это все заглохло. Ну, я подумал, что, ну, наверное, вот из-за этих вот пандемий и прочее, там же очень много проектов было свернуто еще в процессе вот подготовки. А потом вдруг в мае это все очень быстро завертелось, буквально вот срочно приезжайте в Москву, начинаем работать над сценарием, и завертелось. И вот буквально сам не заметил, как практически весь фильм снят. Но они же тоже, наверное, выбирали режиссера, или они сразу остановились на твоей кандидатуре? Ты этого не знаешь? Ну, у студии же должна быть возможность выбора. Они, наверное, предложили нескольким режиссерам, и каждый режиссер предложил свое видение этой истории, и, в общем-то, вот в студии выбрали мое видение, да, мой стиль. Ты считаешь, что тебе помогли те две картины, которые уже вышли у тебя? Это «Мой убийца» и «Чи». Все-таки они сыграли какую-то свою роль для того, чтобы большая студия российская обратила на тебя внимание? Я думаю, что да. Потому что, когда разговаривали, вот речь шла о том, что они посмотрели внимательно «Мой убийца», а когда я вот здесь приехал в мае, получается, у нас одновременно шла подготовка к премьере «Ичи». Ну и они тоже побывали в «Ичи», посмотрели. Когда тебе пришло это письмо, ты поверил? Как это было? Или ты подумал, еще одно письмо там, со сценарием? Нет, ну почему же? Это рабочий процесс. На самом деле, до этого же мне тоже поступали различные предложения. От российских продюсеров? От российских продюсеров, да. Не все они дошли до финала, но вот факт того, что постоянно приходят подобные письма с предложениями, с сценариями, это и есть. С одной студией у нас практически уже начался процесс, кстати говоря, написания сценария большого. Но вот тоже, опять же, из-за пандемии она все потом свернулась, к сожалению, эта история. Но вот зато появилась другая. Сколько человек на съемочной площадке? Ну, гораздо больше, чем в якутской кинематографии, конечно. Мне понравилось то, что, несмотря на то, что очень такое вот большое количество людей на площадке, все так слаженно работает, и это действительно работает на результат. То есть свет очень быстро переставляется, камеры быстро тоже ставятся. Это же все процесс, да? Вот декорации быстро меняются, актеры быстро готовы. Поэтому в этом плане никого лишнего нет. Все исполняют свою вот часть работы и исполняют хорошо. Ну это 100-200 человек. Там. Ой, я точно не считал, но примерно где-то так. Ну, не 200, но вот что-то вот. Но если сравнивать с якутским процессом, ты уже начал это делать, да, и еще можешь какие-то моменты отметить. Все-таки отличие чего нам не хватает. Все-таки, давай будем честны, якутский кинематограф, наверное, в своем становлении
чтобы достичь каких-то уровней российских? Во-первых, очень ужатые у нас съемочная группа, очень ужатая, очень мало этих людей. Со светом, например, да, там должна быть целая бригада, которые работают вот только на свете. Своя операторская группа, тоже довольно большая, которые быстро вот эти вот манипуляции с камерой сделают. Вот художественная часть, да, которые делают декорации, красят. Ну, большая группа людей должна быть, чтобы это все быстро делалось. Потому что пока мы здесь снимаем, часть группы находится в объекте, который будет сниматься вот завтра. И они уже готовят его, приводят там в соответствие. И иногда даже так бывает, что вот мы же ездили на локации до того, как там съемки, да, чтобы утверждали, вот ходили, зал, да, такой, да, вот подходит. А потом ты приезжаешь и просто не узнаешь место, настолько оно вот быстро преобразилось. Там появились какие-то стены, все перекрашено, и уже совершенно другое ощущение. Это, конечно же, в этом плане здесь все-таки индустрия, и она очень заточена, то есть на результат, и очень быстро это все делается, это хорошо. У нас пока такого понятия, как индустрия, нету. У нас все-таки больше вот собрались единомышленники, друзья, да, люди, которым комфортно друг с другом. И они вот в такой вот дружеской обстановке, на таком энтузиазме хорошем, да, снимают кино, да, вот, давайте сделаем. И тот же оператор может переставлять свет, да, те же помощники, они могут одновременно и красить актера, и мыть полы, и тут же там побежать за костюмом, да, куда-то, либо за чаем. Здесь такого нет, тут четкая специализация, и каждый вот свою роль. Ну, так и должно быть. Какие были сложности у тебя вот на этом проекте? Все-таки же не все так радужно. Ты такой влетел в этот проект, да, и замечательные актеры, вокруг профессионалы. Не, ну сложности были, но о них стоит ли говорить, да? То есть сложности всегда есть. Но я считаю, что всегда сложности — это некие наши личные больше привычки, да, когда мы покидаем некую зону комфорта и выходим за черту, да. Поэтому вот в этом плане сложности не сколько вот того, что ой, как все здесь сложно, как здесь все трудно. Нет, это некий процесс личного роста тоже. Потому что ты понимаешь, что эта индустрия, эта студия существовала гораздо дольше до твоего чуть ли не рождения. Да? У них есть уже свои привычки, точнее традиции, у них есть своя логика, у них есть работающая индустрия. Они работают не мерками того, что вот мы что-то снимем быстро, куда-то выпустим в прокат и все. Да? Там просчитываются эти проекты задолго до этого. И, естественно, когда ты в эту индустрию просто вот попадаешь, не тебе же диктовать условия, да? Ты просто должен действительно вот войти в эту струю. И в первых порах это, конечно, больше вот этот ритм. То есть мы привыкли работать как? Размеренно, долго, да, там. А давайте подумаем, а давайте это отложим на завтра. Ой, ну как-нибудь, ну так, ну вроде подходит, давайте так, да. Нет, тут все должно быть как-то вот это поначалу, вот это вот, скажем так, такая резкая направленность, она немножко расхолаживала меня. Но это вот вопрос именно времени и настройки с каких-то своих внутренних эквалайзеров, да, под общий тон. Расскажи про свой первый съемочный рабочий день. Знаете, тут тоже пришлось как-то внутренне перенастроиться, да, потому что тут у меня оказалась проблема вот в чем. Надо все быстро делать, да, объяснять актерам их задачу, как-то с ними работать вот в плане того, как настроить их на сцену.
А так как я до этого работал только с якутскими актерами, я как-то вот где-то в сознании автоматически переходил на якутский язык, да? И такой думаю, стоп, меня же не понимают. А вот в состоянии в таком нервозном, да, ты не можешь вот быстро по-русски сформулировать, ну, что ты хочешь. И получалась какая-то вот шизофреническая белиберда, и на меня смотрели как, что он от нас хочет. Ну, это, конечно, оказывается проблема, да. То есть на якутском языке, например, можно быстро сказать что-то, да, то есть, например, «иксама», «умсутюгмя», да, то есть какие-то такие быстрые эти понятия, которые понятны будут. И ты тут буквально забываешь, а как это было на русском? Ну, то есть от нервов, наверное, да. Но потом со временем внутренне перенастроился, и, наверное, этой проблемы сейчас нет, я не знаю. Может быть, съемочная группа уже выучила какие-то якутские слова? Нет, они говорят, раз он перешел на якутский язык, значит, да, недоволен. То есть ты ругаешься на якутском языке? Ну, как, когда... Да, иксан халаган, да, иксан халаган, и поэтому у тебя просто на автомате вылетают какие-то словечки, которые ты, ну, например, там, оно мананкиримяин, да, вот какие-то, ну, не мат, а именно хочется объяснить, как сделать, да, а у тебя вот этих вот языковых шаблоны вот все равно вылетают, к которым ты привык. И это надо просто перенастроиться, а времени на перенастройку иногда нету. Ну вот в этом плане, вот, оказывается, это проблема, представляешь? Билингвизм — это проблема. Никогда не думал, что это проблемой может быть, но есть такое. Все-таки есть разница работы с российскими актерами и с якутскими. Ты уже начал об этом говорить. Да, еще какие-то есть нюансы, может быть, которые ты отметил для себя? Ну, во-первых, с якутскими актерами все-таки проще, потому что ты их знаешь очень хорошо, да? Ты их видишь и в повседневной жизни, и в театре, и ты, в принципе, знаешь, что от них можно потребовать профессиональными в плане игры. Вот. А многих же актеров, которые у нас снимаются, я вообще впервые увидел вот только на кастинге, и потом вот начинаю взаимодействовать сейчас только, да, поэтому их диапазон мне сначала был не сильно понятен, но потом оказалось, что у них вот прямо очень такие большие амплитуды они могут давать. Это тоже интересно. Ну, в языковом плане это само собой разумеется, да, плюс еще у якутских актеров же нет такого понятия, как там переработка, там, график, да, я еще снимаюсь в каком-то там проекте, да, то есть какие-то такие, с ними проще в этом плане. То есть они у тебя всегда присутствуют на площадке, и ты с ними работаешь. Вот. А у московских актеров все-таки может быть не только твой проект, да, а у них параллельно еще что-то снимается. Поэтому они вот приехали, у меня время только до ограничения там, до столько-то, и вот будьте, извольте снять, успеть все сцены до того, как актер не уедет, либо не скажет, все, у меня время вышло. Это же тоже стресс. Это стресс, да. Потому что если мы в Якутии привыкли поэтому вот работать так как-то так размеренно, да, там, ну давайте еще раз попробуем, ну подождем тогда, да, если кто-то там опаздывает, то тут все очень четко, все строго по графику, и, конечно же, это вызывает такую вот внутреннюю нервозность. Вообще это для меня очень большой, новый и, главное, полезный для профессии опыт. Это интересно. Ну, конечно, это очень интересно. Если заканчивать эту тему, да, детектора, когда планируется премьера, может быть, уже есть какие-то сроки? Ну, заявлено конец 22-го, начало 23-го года.
ну, там вот от постпродакшена будет зависеть. Есть еще, конечно, такие нюансы, да, когда это все-таки заказ студии, вот, и есть продюсеры, которые отсматривают материал, да, каждый день, вот, дают комментарии к этому. Обидные есть какие-то комментарии? Я бы не сказал, что они обидные, сколько именно по профессиональности, да? В плане того, что здесь к этой сцене нужно обязательно доснять ну, какую-то деталь, да? Либо там какое-то действие, потому что иначе ну, либо там напряжения не хватило, либо какой-то вот характерной черты персонажа. А это при нашем ограниченном, скажем, времени, это получается к тем сценам, которые мы должны снять, и они спланированы, прибавляется еще пара часов, а это же вот перестановка света, это перегрим, это вот восстановление декораций. И это все, ну, всю группу, конечно, это ну, так вот держит в тонусе, потому что постоянно надо вот быстро-быстро эти проблемы по ходу съемок решать. Будем ждать. Я тоже сам с нетерпением жду. Слушай, ну ты же не только кинорежиссер. У тебя был опыт и работы в театре, это и опера, и театр танца. Вот. Как это произошло в твоей жизни тоже? Можешь кратко рассказать? Ну, кратко. На самом деле, я же достаточно давно работаю с Николаем Михеевым. Мы с ним писали музыку для «Мой убийцы». И вот ему поступил просто заказ государственный, республиканский, на оперу, на тему юкагиров, коренных народов Севера. И вот с этого и началось наше сотрудничество. Мы друг к другу привыкли, мы знаем, как рождается в процессе какой-то результат. И он вот предложил мне стать режиссером новой оперы своей, на которой он пишет музыку Юко Анеки. И вот как-то так. Это тоже был совершенно новый для меня опыт. И по стрессовости, по напряжению, по количеству потраченных нервов, знаете, я лучше бы снял кино очередное, да, чем вот это вот с этой махиной музыкальной. То есть ты же работаешь, получается, не статичным, просто вот кадр запечатлили, да, и все. И ты можешь расслабиться, потому что у тебя есть материал. Тут живые люди на сцене, от их настроения, от их там «я сегодня не в голосе». Это огромный оркестр, тоже живые люди с разным настроением. И это все вот как-то это вот сорганизовать и привести в какую-то вот в одну форму, это, да, я теперь понимаю, почему театральные режиссеры такие нервные. Это действительно. Вот после этого опыта вот прямо хочется сказать, да, что типа, когда кто-то хвастается, что ой, я прыгал, я экстремал, там прыгал с горы, нырял там к акулам, а вы оперу пробовали ставить? Ну тогда вот не надо ваш экстрим мне рассказывать. Что вы мне рассказываете? Вообще опера — это вершина классического академического искусства. Это та точка, тот пик, куда все вот приходит. Это и музыка, искусство, пение, это декорация, это живопись, это свет, это цвет. В опере сложность еще в том, что это еще и живое все. Это сегодня это вот так выглядит, завтра это звучит вот так, послезавтра это может вообще по-другому позвучать. И в этом плане работать с живыми энергиями, с одной стороны, мне очень понравилось, потому что ты видишь результат, вот как это все рождается на сцене, как это воздействует на зрителя, и у тебя возникает эффект присутствия при рождении чего-то невероятного. И эта энергия, вот я теперь понимаю, да, почему люди, что театр
Вот все говорят, ой, театр умрет, там заменится чем-то, да, это искусство уже прошлого, ничего подобного. Вот ради этой энергетики и ради этого чувства, которое возникает при взаимодействии сцены и зрителя, вот в воздухе, это никакой кинематограф, никакой там VR это не даст. Я бы, наверное, в принципе, попробовал себя еще раз в опере, потому что мне понравилось. Да. То есть уже танцевальная вот это вот... Танцевальная — это тоже свой интересный опыт тоже, потому что если Мы я сейчас говорим уже про другой спектакль. Да. Это «Черная лиса». «Черная лиса», да. Потому что там же тоже свои нюансы очень интересные, да. Если в опере еще понятно, да, они поют, и сюжет более-менее как бы хотя бы пропевается, рассказывается словами, то есть там присутствует некий нарратив, то танец — это символизм в чистейшем виде. Они что-то там тебе рассказывают, но это все язык жестов и язык какой-то магии, именно человеческого движения. И в этом плане мне понравилось работать с танцем, с языком танца в плане того, что ты тут не привязан вообще ни к чему. И можно языком танца рассказывать о таких абстрактных вещах, которые тебе никакая литература, никакая музыка не даст. Это на уровне каких-то ощущений. Очень интересно. Это свое искусство, конечно же, отдельное. Но все меня спрашивали, ты что, им ставил танцы? Нет, как бы... Нет, конечно, да. Есть хотел бы? Не-не-не, я и не сумею, я и не знаю, как это делать. Просто задача режиссера именно танцевального спектакля создать некую форму, внутри которого хореографы будут уже создавать вот эти вот движения, рассказывать эту историю языком танца. Слушай, ну есть же либретто в любом случае, да? Есть, да. И не было такого, что после спектакля зритель подходит и говорит: Костас, что это было? Что это было? Да. Что вообще, что происходило? Не, ну в этом плане «Черная лиса», она же очень нарративная, там все понятно. Нет, там довольно-таки стройная история про лису, у которой было 8 лисят. Она была счастлива, пока не пришел охотник, забрал этих 8 лисят. Ну, в общем, как-то так вот проходит. Просто у каждого персонажа своя пластика, свой метод существования в танце, и как-то так. Но мне еще понравилось то, что мы еще и сделали видео, киноверсию «Черной лисы», потому что тоже попало в этот период пандемии, да, когда вообще все закрыли. Сказали, нет, допускать мы, открывать театры не будем, а у нас уже спектакль готов, да. И руководство театра танца чуть ли не хотело для 3 сотрудников Министерства культуры показать, чтобы некий отчет сделать. Да? Я предложил им сделать видео-версию спектакля не так, как вот раньше у нас снимали, да? Одна маленькая камера где-то далеко стоит и что-то там еле-еле снимает, а показать возможности именно как камерой работать. У нас было 5 камер с разных точек, снизу, сверху, с боков, сзади и так далее, так далее. Мы сняли материал, несколько раз прогнали весь спектакль, и после этого я смонтировал вот эту вот видеоверсию, и там получился такой интересный, получается, как кино танцевальное, потому что там очень много работы со светом, цветом. Поэтому это тоже был близкий для меня опыт. Ты все равно из спектакля все равно сделал кино, короче говоря. Но для себя ты уже понял окончательно, что ты кинорежиссер? Или
ты сейчас можешь сказать, что я могу выбирать, да, или театр это все-таки такое, это прекрасное хобби, может быть, да, но, пожалуйста, не все время. Наверное, все-таки да. Я больше кино, а театр — это вот как некое поле экспериментов, куда приятно иногда заглядывать, но не оставаться навсегда. Я знаю, что очень хорошая была критика у этих спектаклей, хорошо их встретили, причем «Черная лиса» получила приз, да, «Желанный берег», как лучший спектакль вообще. Ну, в общем, ты обласкан с этой стороны. Очень хорошо. Если возвращаться к твоим ранним работам в кино, это 2 фильма, это «Ичи» и «Мой убийца», все-таки их и критиковали же тоже. Да, я зашел специально на Кинопоиск, и там у «Моего убийцы» 6,1, у «Ичи» 6,2, и есть рецензии негативные. Но у кого их нет, Да, почему ты читаешь бы и нет? их? Ну, когда попадается на глаза, читаю, да. Как ты реагируешь? Плачу в подушку, конечно же. Никак, все люди разные, и они имеют право, в том числе и не принять тот фильм, твой фильм. Поэтому к этому я отношусь так, знаете, философски. Не всем нравится, как говорил этот Сергей Эйзенштейн, я не золотой Целковый, чтобы всем нравиться. Вот. Поэтому кому-то заходит, кому-то не заходит. Ну, так Не со знаю, всеми, да. Ну, так со неужели всеми так фильмами. равнодушно? Вот, например, если брать тот же «Ичи», очень тяжелое же было производство, да, так долго снимали, потом пандемия опять вмешалась, процесс дохода до экрана тоже он был довольно-таки Да. тяжелый. Вот, наконец-то твое детище, на которое ты потратил столько лет своей жизни, оно выходит на экраны, причем в странном формате, то выходит, то не выходит, и ты же все равно хочешь, чтобы погладили по головке, не знаю, там, чтобы сказали приятные слова. Они и были сказаны в основном, да. Я понимаю, что ВИЧи форма своеобразная, скажем так, да, потому что для меня это тоже был своеобразный эксперимент, можно ли фильм ужасов снять без монстра. Потому что мы привыкли к тому, что, вообще вот есть некое правило, да, что в фильмах ужасов в финале должен обязательно возникнуть монстр, и он должен быть показан. Но когда я лично смотрю фильмы ужасов, как только появляется какое-то чудовище, фильм становится не страшным. Хотелось создать ощущение напряжения, ожидания, саспенса и страха, не показывая вот напрямую какое-то страшилище, что что-то происходит, и этот процесс тебя затягивает, погружает куда-то, и из него невозможно вырваться. И, в принципе, в якутском фольклоре и в мифологии есть вот такое понятие, как харахбайар, абага хараханбайбыт. Да? Это когда человек не видит напрямую какого-то демона, но демон присутствует в его пространстве, и это пространство для этого человека начинает ломаться. Он все время возвращается на одну и ту же точку. Либо все, что он делал до этого, оказывается каким-то мороком, сном, либо вообще показалось. Либо он был тут, потом шел и буквально за какие-то доли секунды оказался вообще в каком-то другом месте. И так далее, и так далее. Да? Вот, и мне показалось это очень интересным, вообще как идея. И как ее можно кинематографически воплотить, чтобы все время вот, и зрителю тоже не давать почву под ногами. Я понимаю, что не всем это прием
в итоге зашел, потому что все-таки люди, они привыкли к тому, что в финале должно быть какой-то там кракобякра, который выйдет и всех там, ну, его должны победить, и все должно быть хорошо, да? Не знаю. Есть такие фильмы, между прочим, которые вот используют подобный ход, и мне в этом плане очень нравится фильм «Дьявол Песков». Это южноафриканский фильм ужасов 92 года, где история рассказывается с точки зрения демона, которому 4 миллиона лет он живет на Земле. И это, ну, интересный ход. Спрошу по-другому. Тебе хочется что-то поменять в этих двух фильмах? Например, если бы тебе сегодня принесли эти сценарии, и ты с сегодняшним своим опытом на них взглянул, что-то бы кардинально поменялось или нет? Идея или воплощение, может быть, форма какая-то? Не, ну всегда, конечно же, ты смотришь и думаешь, ой, ну тут надо было, конечно, не так сделать, здесь можно было и без этого обойтись, но я воспринимаю фильмы как некие живые существа, которые вот в таком виде родились, и все. Они уже живут своей жизнью, и от тебя уже ничего не зависит, как они будут дальше жить. Мы же не говорим, что вот ребенок родился, вот переделать бы его, да, там не те ноги, глаза не так, да, а это вообще давайте еще раз сделаем и заново его родим. Нет, уже все, уже вышло, и остается только, ну вот, смотреть, как вот он существует, и лучше не... Я вообще понял, что лучше к прошлому не возвращаться, надо идти дальше. Оно случилось, и все. В этом плане, кстати говоря, у Иччи же тоже двойственная такая история, потому что есть прокатная версия, есть режиссерская версия. Режиссерскую версию еще никто не видел. Ага. Она прямо кардинально отличается? Да. Ну, скажем так, одни и те же пазлы могут создать одну картину и другую картину. И ощущения от этой картины будут разные. Поэтому режиссерская версия, она немножко по-другому и с другого угла подает эту историю. Вот. Прием просто другой. И в этом плане, ну, я надеюсь, что и режиссерская версия Иччи увидит свет тоже. Но я тебе хочу сказать, тебе повезло, потому что ты один из тех режиссеров якутских, которые смогли донести свое творчество максимально большой аудитории, потому что у меня недавно вот друг возвращался из Нью-Йорка в Москву, и в подборке в самолете, да, кинематографической, там был Иччи. Да, там в любой стриминг ты зайди, там тоже есть Иччи. И, так что это круто уже, что тебя можно посмотреть, по крайней мере, и многие якутские режиссеры не имеют такой возможности, просто, чтобы их творчество вот оценили. Как ты считаешь, все-таки можно ли говорить про якутский кинобум, о котором сейчас ну, со всех утюгов, наверное, кричат? Ну да, можно. Это явление, которое сформировалось и живет. И с этим уже приходится считаться. Для киноиндустрии российской, да, людей, которые никогда не были в Якутии, может быть, даже не знают, где она находится, но когда им говорят, что вот якутский режиссер, они, может быть, уже по-другому как-то реагируют, что или и слышали, что да, в Якутии снимают много кино, и там есть свои профессионалы. Кстати, в этом заинтересованность есть, да. И в студии в той же, кстати, говорили, что мы можем привлечь хороших актеров, потому что им может стать интересно поработать с тобой, потому что, ну, другое видение немножко будет. И это тоже один из способов
наверное, привлечь внимание какое-то. Вот. То есть у якутских режиссеров тоже есть шанс, да, выйти на российский уровень? Да, да, конечно же. Потому что ценится же именно видение, как тот или иной режиссер видит эту историю. И в этом плане у многих наших режиссеров есть свой очень интересный почерк. Ну вот возьмем одну и ту же историю, да, какую-то очень простую, и как ее снимет, например, Сергей Потапов, как снимет Миша Лукачевский, как сниму я и как снимет Марина Калинина, это будут 4 совершенно разные истории. Одинаково одна и та же история, она будет подана абсолютно по-разному. И у каждого будет свой стиль. Что у тебя впереди? Понятное дело, сейчас у тебя плотная работа над картиной «Детектор», а дальше ты будешь возвращаться к якутской теме или, может быть, будет какой-то новый российский проект? Ты для себя как-то это уже определил? Я не люблю говорить о планах. Пускай они остаются немножко... Ну, есть в этом свое какое-то, может быть, суеверие, да? Да, есть планы, есть задумки, есть предложения очень интересные. Вот. Но лучше пускай это будет, знаете, как вот неожиданность, бу-эффектом. Оно где-то там. Спасибо тебе, Костас. Будем ждать твою новую картину и следующих новостей. Спасибо, что пригласили.